Цвела пчела струюю золотую в поющих струях чистосвета, и хоботком, впиваясь вглубь цветка, дрожащее нутро нектаром наполняя, в тумане золотом, с плененной лапками пыльцы, рисуя таинство узоры крылами. И вновь плыла кругами светло и благодарно навстречу благодарному цветку. И поле, как раскрытая ладонь, ее в цветах своих купала. Здравствуй, жизнь, чисто и праведно мое к тебе касание смыслу, служение тебе, где б ты себя не проявляла, где б к слову сказа вечного ты словом не вязала свой первородный смысл. Когда-то говорил Кеннеди, что главная битва, которую проигрывает Америка, это битва в школьных классах России и Америки. У нас образование всегда было выше, чем за рубежом. Но в последнее время началась его деградация. И то, что в свое время, в советское время, еще было задумано нашими педагогами, Академией педагогических наук, министерством и Центральным комитетом партии тогда, что надо заранее создать экспериментальные школы 21 века, это было ответом на тот вызов, который Кеннеди принял у нас, резко увеличил ассигнование на американскую школу, на американское образование, и нам нужно было найти еще более продвинутые пути. И я знаю, что вот как раз Щетинин был среди тех 8 педагогов, которые начинали этот эксперимент. Курс мы начали вообще 12 лет назад, именно с детьми. У нас были мысли о школе, много было книг, учебников, различных пособий, и не было профессиональных учителей, подготовленных педагогическими вузами. Мы просто поставили задачу перед собой, что будем строить школу, и мы ее строили. И все, что здесь есть, это построено именно теми, кто пришел сюда вот в тот 93-й год и начал этот смелый поиск. Ведь дети всегда мечтают. И они мечтают о том, кем они будут. Независимо от того, кем он будет по малой роли своей социальной, он должен быть прежде всего строителем жизни. Строителем жизни на всей планете, во всей Вселенной, а значит, строителем своей Родины, своей родной земли. И когда он уже переносит себя в будущее, то он тогда уже из будущего своего, масштабного и большого, строит жизнь здесь. Сюда стекаются со всех концов нашей планеты дети, думающие о будущем. И они такой океан мысли выстроили, что его, я думаю, ничем уже не остановишь. Ведь все у нас
занятия ведут дети. Весь учебный процесс они ведут. Все, что вы здесь видите, это их работа, работа их ума. Я закончила среднюю школу именно на базе государственного лицея. Вот. И в 15 лет я уже поступила в высшее учебное заведение, закончила его, и сейчас уже работаю как преподаватель в государственном лицее. Мы с вами присутствуем при работе лаборатории естествознания, задача которой состоит в том, чтобы в ближайшее время создать именно интегративный курс таких естественно-научных дисциплин, как физика, математика, химия, биология. На данный момент здесь идет работа в области химии, и здесь присутствует разновозрастной коллектив, возраст от 8 до 16 лет. Сейчас работа осуществляется в области органической химии. Здесь есть люди, которые уже блистательно освоили курс органической химии, и сейчас они выступают в роли учителей с целью передачи информации, той, которой они уже владеют очень хорошо. Здесь очень сложно понять, кто из них учитель, кто из них ученик, но при более пристальном детальном вглядывании и изучении можно посмотреть, что один из них ведущий, а другой тот, кто воспринимает информацию. Гарпенко Арина. Если смотреть возрастной критерий, то она у нас в 5 классе учится. В 5 классе еще химия органическая, естественно, не проходится. Но она уже очень принимает активное участие в разработке этого предмета, показывает очень блистательные результаты. Здесь у нас работает одна из самых наших юных разработчиц курса. Именно разработчиц, потому что она воспринимает информацию, анализирует и вносит непосредственно коррективы, и непосредственно с ней идет работа с целью того, чтобы понять, насколько курс создался удачно или где-то его необходимо подкорректировать. Гимбицкая Маргарита. Очень светлый человек. Результат потрясающий, потому что информация усваивается настолько легко. Это свидетельствует еще раз о том, что чем ребенок ближе к истоку, тем он открытие. Они приняли в задачу закончить в этом году 9 класс. География у нас разнообразная. Хушт Марина у нас приехала из Адыгеи, а Баймурзаева Камиля у нас представительница Чеченской республики. Обе девчины наши являются уже учителями, будут преподавать курс полный и органической, и неорганической химии, и в синтезе с биохимией и генетикой. Очень интересный курс. Я с Оренбургской области, с Урала. Приехала я сюда в 7 лет, я приехала в Азовку, когда наша школа была еще в Азовке. В 11 лет я окончила среднюю школу. Потом я поступила в Армавирский педагогический государственный институт на факультет истории. Поступали мы здесь, потому что у нас заключен договор с институтом, что студенты учатся на базе лицея. К нам приезжают сюда преподаватели, принимают вступительные экзамены, потом приезжают к нам, проводят занятия, мы сдаем им экзамены. То есть обучение происходит на базе школы. Наша система стоит на том, что человек, он должен, во-первых, не бояться препятствий в своей жизни, он должен быть бесстрашным, открытым. Мне кажется, то историческое образование, которое дает нам Михаил Петрович, потому что в этом большая его заслуга, он с нами конкретно занимается студентами, в том, что мы можем мыслить именно системно. Сейчас мы приступаем к созданию интегративных курсов. Здесь интеграция курса физики, химии, астрономии. Мы приступаем к разработке курса физика, астрономия, математика. И сейчас вообще у нас стоит задача, это из всех предметов сделать один предмет о мире, естествознание. Потому что когда ребенок мыслит в целом, не раздробленно, у него и живое отношение к предмету сохраняется, потому что мы стараемся дать ему картину процесса, происходящих в мире. Не просто как-то отдельно, сухо, формулы, какие-то теоремы, а пытаться все это привязать к жизни. И сами дети очень любят такие занятия, и они сами разработчики этих систем, потому что все, кого вы видите, детей, это все наши научные сотрудники, это все наши разработчики. Александр Товкань интересно работает в области физики. То есть мы на нее возлагаем большие надежды. Мы хотим ее к следующему году подготовить за 9 классов. Очень способный ребенок, очень любит читать, интересуется. Самое главное, ее особенность, она любит мыслить.
сейчас именно я занимаюсь физикой и математикой. Мне очень-очень нравится, потому что физика не знаю. Вот я занимаюсь физикой уже около 3 месяцев, и она, не знаю, я ее настолько полюбила, и не знаю, что со мной будет, если я стану там, химиком тоже можно. Тебе нравится знать и физику, и химию, и биологию, да? Конечно, везде пригодится. Так, по профессии я бы хотела стать художником. Мы занимаемся сейчас на отделении декоративно-прикладного искусства и изучаем технику гобелен. Мы выполняем работу, композицию, которую сами придумали, создали эскиз, закрепили его на раме, натянули ниточки основы, то есть у нас целый процесс технологии. Мы это все подготовили, и теперь все наше прекрасное воплощаем. Работать очень интересно с ниточками, потому что мы прикасаемся к прекрасному. Это же так здорово, это вообще сродни вышиванию, вязанию, наше качество гобелен. Я думаю, что это очень нравится детям. Наша цель — украшать, создавать прекрасное и радовать этим других. Мы находимся в швейной мастерской. Мастерская у нас занимается пошивом концертных костюмов для нашего коллектива «Колокола России». Мы шьем также казачью форму для наших парней. У нас концертный коллектив есть рукопашников. Мы отшиваем для них рукопашную форму. У нас здесь девчата, которые сами непосредственно состав «Колоколов России», то есть те, которые танцуют, и они же у нас и шьют. На базе нашей школы работает ПТУ. Здесь мастера наши, приезжают преподаватели, которые ведут основной процесс, а уже непосредственно девчата и парни ходят, получают свое образование у нас в швейной мастерской. За этим столом у нас работают девчата, готовят головные уборы для концертных, тоже к этим концертным костюмам идет головной убор. Головной убор у нас стилизован. Здесь и может быть что-то из русского головного убора, что-то из казачьего. Здесь вот девчата готовят, расшивают уже жилеты. Здесь такая тонкая, кропотливая работа. Костюмы адресные, то есть мы знаем конкретно, кому эта жилетка принадлежит. У человека есть образ, и как бы уже подбирается к образу непосредственно вот какой-то узор. Здесь у нас представлено раскроечный стол. Девчата двух направлений, с камуфляжем мы работаем. И также сейчас идет раскрой женской рубашки для концертного костюма. Здесь пришли сегодня парни
Они отшивают черкески, строевая форма для курения казачьего. Вообще сама черкеска устроена как, если рассматривать, современная форма войск специального назначения. То есть в ней нет ничего лишнего, она очень удобна. Основное ношение оружия велось на поясе, то есть верхняя часть торса свободно двигалась для боя. Вот если что, выхватывалась шашка, выхватывался кинжал, плеть. На груди это козыри, это уже позже появилось, когда уже появилось первое оружие пороховое. Были специальные футляры для ношения заряда пороха определенного. И парни еще также отшивают концертные костюмы для светозарного войска. Это может быть и камуфляжная форма, и стилизованная военная форма. Это наши лицеисты. Они освоили пошив головного убора казачьего папаха. У нас папаха используется как в концертных костюмах, так же и в строевой форме. Каждый человек, который как только переступает порог школы, он становится сотрудником государственного лицея. Он не просто какой-то учащийся, далекий, которому ничего не надо, только есть учебный план, который он должен выполнять, и все. Каждый из тех ребят, которые вы видели, с которыми вы разговаривали, это сотрудник государственного лицея. Он может сегодня быть учеником, а завтра он может быть учителем, потому что везде это повсеместно у нас практикуется. Есть лицеи лаборатории, которые выходят и учат других. И мне кажется, это в корне меняет, и в этом одно из главных, может быть, отличий нашей системы образования от системы образования, которая сейчас существует везде практически. Я как атаман района просто выражаю большую благодарность ребятам Тикоса, подготовленным, таким молодым. На них смотришь и прямо жить хочется. Те чистые, светлые глаза детей, которые обучаются в этой школе, вселяют уверенность в будущем России. То, что вкладывают в их души педагоги, сам Михаил Петрович, неоценимо. Это может оценить только будущее. Мы опираемся на ребят той целью, что они как искорки для нас, потому что не угасает искра тогда, когда воспитываешь молодежь. Ждет победы России святыня, отзовись, православная рать, где Илья твой и где твой Добрыня, сыновей кричит Родина мать.
и будем служить тебе, Россия, до последнего стука нашего сердца, потому что оно живет тобой. Я по своей профессии разведчик, и не разведчик, который проводил только какие-то специальные операции, добывал только какие-то сведения, а будем говорить стратегически, который должен думать о геополитической безопасности страны. И если вот оглянуться, что произошло с той державой, Советский Союз, в котором мы родились, жили. Почему она рухнула одночасье? Почему вот те самые силовые структуры, аббревиатуры которых, когда упоминались, они оказались бессильны? КГБ, ГРУ, понимаете? Самая сильная армия в мире. Почему они оказались ни к чему не способны? У нас не было никакого кризиса, ни промышленного, ни научного, ни сырьевого. У нас был единственно кризис управления. И то искусственно вызванный. И поэтому я тогда понял, что любой человек, который думает за геополитическую безопасность страны, должен думать о подготовке кадров управления. Есть! Смирно! Налево! Бегом! Марш! Так, даю установку. Здоровья, крепости, мощи, силы. Верь всему твоему роду. Не напирайте, мужики. Мощи, силы, мощи. По второму разу. Здоровья, крепости, силы духа, мощи. Его роду. Аминь. Вот так. Да. Пошел. Здоровья. Светлые думы до тебя посещали. Ну, расписание у нас насыщенное такое. У нас в 5 подъем. Потом бежим мы на пробежку купаться. То есть у нас здесь горная река, Серебряный ручей. Вот, мы в нем купаемся, потом выходим на занятия. Мы сами создаем для себя научный блок. То есть мы создаем курсы сами, адаптируем их для себя, сами их преподаем. Вот, у нас идет время, то есть это разработка по предметам. Это русский язык, это история, это биология, химия, физика, астрономия. То есть это направленность. Каждый находится в каком-то лицее лаборатории и занимается непосредственно разработкой курса. Вот. Потом у нас завтрак. Кушаем в 9 часов. Здравствуйте. Здравствуйте. Дальше у нас опять занятия, то есть мы снова занимаемся, разрабатываем, обкатываем, уже выходим, проводим погружение, то есть как раз свой наработанный материал мы его передаем. Потом у нас идет народная хореография, то есть это как раз движения, танцы, корневые основы, они пробуждают гены.
есть генетическая память, она за счет народной хореографии, народного ансамбля песни, мы поем народную песню, за счет рукопашного боя она пробуждается. То есть мы вспоминаем вот как раз генетическая память, это заветы отцов, их мудрость. С помощью этого это как ключи, которые открывают. После обеда у нас время НППО. То есть, чтобы там все сделать. Например, кто-то там отстал по науке, быстро дописал, кто-то там зашился. Это время, в котором мы сами распределяем. Кто-то читает, кто-то может сходить в лес, то есть по интересам. Впоследствии у нас рукопашный бой, то есть это русское боевое искусство, искренне, которое было у наших дедов, прадедов. То есть это не какие-то там системы единоборств, которые пришли к нам с востока, с запада. Это вот наше русское. Хотя с одной деле. Понятно, да? Еще. Потом опять хореография, мы танцуем еще раз. Поем народный ансамбль песни, то есть поем народную песню. Рисование у нас, рисунок обязательно в распорядке дня. Русский язык ежедневно. Независимо от направления, у нас всегда есть русский язык. То есть мы очень... История тоже. Мы уделяем очень большое внимание этому предмету. Вот. Потом различные сборы. То есть мы собираемся, мы осмысливаем день, мы выстраиваем дальнейшую как бы работу, план. Мы смотрим, отмечаем людей, которые себя проявили, смотрим, как прошли этот день, как его улучшить, коллективные решения по работе, по разработке курса. И уже вот с такими мыслями мы уходим в сон. В центре я приехал, чтобы, я буду коротко так, ясен, чтобы стать человеком, то есть, чтобы иметь образ жизни хороший, чтобы служить Родине. Мы опять же, мы идем на сближение славяно-тюркского монолита, то есть мы не разделяем славян и тюрков. Я русский, он кабардинец, балкарец, он адык. У нас нет разделения, мы все из одного народа, но каждый принадлежит к своему народу, и он должен свои корни сохранять и проносить. Я считаю, что в паспорте должна быть как раз графа национальности, это очень важно. Участвовать детям в делах государства или не участвовать в делах государства, это, мне кажется, просто вопрос, который не имеет места на существование. Непременно участвовать. Они не только должны быть в представлении, в своем воображении президентами, правителями России, своей родной земли. Они сейчас, в этот момент, уже сотрудничают с ныне живущим президентом. И если он думает о том же, о чем думают они, то по закону подобия их мысли и его мысли соединяются. И происходит сотворчество. Если дети думают
о родине, и президент думает о родине, если президент искренне думает о судьбе народа своего, а дети по своей искренности, они не уступают ни президенту самому, ни любому из живущих сегодня взрослых, они могучи своей искренностью, они живут ею, она сама искренность. Я думаю, президенту крайне важно вместе с детьми думать о будущем. Я призываю вас с самого начала на пути губернаторского служения не забывать, что вы дети земли. К тому времени, когда вы станете губернаторами, все может случиться. И безумное человечество, возможно, будет продавать и продавать землю. Земля не может быть принадлежностью одного отдельного лица. Она должна быть нашей. Она должна быть народной. Давайте будем считать, что это мой доклад в нашем заседании пленарном губернатора. Приступаем к его обсуждению. Две мысли. Живая земля и мысль о продаже. Ну, самый молодой у нас губернатор Александра Товкань. Какая территория за плечами твоими? Откуда? Я с Сахалина. Александр, что думаешь по обсуждаемому вопросу? Какое мнение по поводу земли? Любые мысли. Что правда, землю нельзя продавать, она наша мать. Это то же самое, что нашу мать физическую взять так и продать ради денег. С разрешением вопроса о продаже земли мы теряем самое главное. Мы теряем менталитет нашего народа, менталитет вообще народов соборной России, которые населяют нашу огромную многонациональную родину. Дело в том, что еще в XIX веке великий русский писатель Николай Васильевич Гоголь говорил, что самое главное слово для него – это слово «воля». И когда мы говорим и вообще допускаем мысль о том, что мы можем продавать землю, и когда-то я, допустим, захочу пойти туда, мне скажут, а там частная собственность, туда нельзя. Я захочу, и я даже если мне туда не надо будет пойти, я буду чувствовать себя не просто некомфортно, я просто буду чувствовать, это не то слово абсолютно, я буду чувствовать себя невольным человеком. А это значит, что все мое мировоззрение, весь мой менталитет, он будет вынужден меняться, а этого не может быть. Поэтому, чтобы мы не потеряли саму стержневую идею нашего народа, нашей государственности, нужен абсолютно другой подход. Бог, когда создал человека, Он вложил в него частицу себя, и тем самым Он дал ему редкое качество творить. Но человек, он может так, как и строить, так же и разрушать. И так как мы связаны со всей Вселенной, мы своими поступками мы разрушаем. И из-за этого все вот эти катаклизмы, землетрясения, ураганы, смерчи, бури. Мне кажется, люди, которые делают все ради денег, это неправильные люди. Как ты относишься к земле, так и она к тебе относится. Все, что мы думаем, делаем, все наши мысли, устремления, это отражается в природе. Господь нас создал, Всевышний, Он дал нам эту землю, и мы должны дать ей смысл. Хотелось бы, конечно, то, чтобы вся наша земля стала единой. Единый народ, он был изначально. Раньше же не было границ. Я уверен в том, что тот же самый грузин, татарин, башкир, украинец, русский или белорус, они сражались именно не для того, чтобы потом в одночасье разделить землю. Мои прадеды, они воевали за эту землю, они проливали кровь за нее. И я думаю, что никто из них не дал бы мне добро продать эту землю. Вот есть наша территория русской земли, все равно она обозначена сегодня границами. И вот берем мы на себя эту большую, великую роль охраны ее. Для воина самое главное – это видеть вокруг себя красоту, видеть то, что ты должен защищать.
есть, говорит, очень тонкая грань. Защищать так, чтобы, самое главное, не убить. Защищать так, чтобы не уничтожить смысл всей этой красоты. Земля, она растит каждого из нас. И мы должны вырастить ее. Мы должны только помогать, очищать ее. Я считаю, то, что землю нельзя продавать, а ее надо отдавать человеку, то, чтобы он на ней работал. И ведь труд на земле, он возрождает человека, делает его поистине человеком. Я бы хотела сказать нашу позицию. Мы будем нести о Руси и земле осиянную весть и также защищать ее. Спасибо за вашу сердечность и ваши души. Вот. Я тоже хотел затронуть маленький кусок. Не кусок, а огромную историю нашего Отечества, нашей земли. Это Кавказ. Я живу на Кавказе, я его чувствую, я его знаю. На Кавказе есть гора Эльбрус. Его на Кавказе называют дедушкой. И кто вокруг живет Кавказа, вот эти народы, которые просто живут Эльбрусом, они его каждое утро видят, разговаривают с ним, думают с ним, просыпаются с ним. И когда говорят, что продавать землю и взять, продать дедушку, это человеку несообразно. Человек это не может делать. И те люди, которые работают в правительстве, которые думают о будущем, они должны понимать, что дедушку, мать, землю нельзя продавать. Это они тоже сыны земли. Таких школ на нашей маленькой земле немного. Мне даже сейчас трудно назвать какую-либо школу американскую, французскую, немецкую, хотя знаю эти школы. Так? Ни одна школа, ну возьмем школу Ховарда, что ли, смешно даже поставить рядом со школой Щетинина. Школа Вальдорфская, тоже смешно поставить рядом со школой Щетинина. Во-первых, школа есть носитель духа нации, культуры нации. Если я хочу уберечь культуру и будущность Грузии, я должен воспитывать грузинов. Это не шовинизм, это не что-то недозволенное. Если я хочу воспитывать истинных защитников России, я должен вселять в моих учениках российскую духовность, российскую культуру. Так? Иначе страна распадается, общество распадается. А в школе Щетинина именно этот дух истинного патриота, не ура-патриота, а истинного патриота, который знает культуру своей родины и будет защищать эту культуру, будет умножать в первую очередь эту культуру. Так? Вот этот дух очень мощно представлен, развивается, и поэтому общаться с этими детьми – одна радость.
Что удивительного в этой школе, с моей точки зрения, с точки зрения человека, который все-таки имеет докторскую степень по философии и всю жизнь занимался образованием. Исключительно быстрое, раннее и при этом свободное развитие детей. По крайней мере, многие ребята в школе Щетинина развиты много выше своего возраста. Я не видел нигде, чтобы в массовом масштабе, в массовом порядке, скажем, где-нибудь к 14-15 годам ребята осваивали программу средней школы, к 17 заканчивали вуз, а, как правило, и учились во втором. В школе Щетинина чаще всего ребята получают 2 высших образования. Одно гуманитарное, другое техническое или строительное. Я, пожалуй, давно не видел, может быть, со времен Макаренко, чтобы ребята так обустраивали собственную жизнь. Практически все, что есть в школе, создано руками ребят. Давайте вы будете вот там, где пусто. Только не на клумбе, Все одно. Состояние полного слияния друг с другом и со всем миром. Все. Вы исчезаете как отдельность, единое целое. Народ. Народ которого? Ни черт ошибемся. Важно, что мы идем вместе. Россией опять вьется жертвенный дым. Русь святую распять так не можется им. Мы с тобою в строю, мы плечо о плечо. Пули встреч нам поют, у висков горячо. Мы в прицелах винтовок, пальцы давят курок. Не страшись, уготовлен Богом каждому срок. Мы успели немало, и еще бы чуть-чуть. Ни богатства, ни славы, жить в России хочу.
Мы в атаке на мерзость, нас с тобой не согнуть. Им короткий отмерен, нам бессмертия путь. Над отцами погибшими встали мы. Им как будто бы мысленно, тихо мы и невыспренно говорим. Эхо вашего голоса — это мы. Зерна вашего колоса — это мы. Листья вашего дерева, а не серая тень его — это мы. Сами, ставшие взрослыми, вам клянемся мы веснами, светом собственных глаз и огнем над метелями, хлебом и колыбелями быть достойными вас.
воспитанники академика